Коми республиканскому телевизионному каналу 14 лет. Первые пробные выпуски новостей вышли на КРТК в дни празднования 80-летия Коми 20 и 21 августа 2001 года. А спустя 3 месяца, 5 ноября, канал начал постоянные вещания. Его первым генеральным директором был Александр Кузнецов. Тезка Александр Кузнецов возглавил Юрган буквально на днях. Ответственный момент. Первая пресс-конференция, презентация Коми республиканского телевизионного канала. Глаза первого директора Александра Сергеевича Кузнецова буквально излучают оптимизм. На самом деле сейчас даже сложно представить, что в тот момент происходило на другом конце города, в аппаратной телеканала. Волнение – это мягко сказано. Абсолютный драйв, так точнее, уверена Анна Медведева. Именно ей довелось стать первой ведущей русскоязычного выпуска новостей программы. Уже много лет она живет и работает в Москве, но о родном канале и первых эфирах не забывает. Я никогда не вспоминала то, что у нас не было стульев, столов, суфлеров. Мы не думали о том, чего нам не хватает. Мы существовали в состоянии абсолютного драйва. Нам очень нравилось, что мы делаем большое дело. Мы были уверены, что у нас все получится. И вспоминаю я исключительно вот эту атмосферу и ощущение первого выхода в эфир, когда наших московских коллег, они помогали нам в наших первых шагах. Так вот, наших московских коллег поджидала скорая. Московские телевизионщики, которые в то время были приданы телеканалу в помощь, мало верили, что у недавно собранной и малоопытной команды все получится. Мол, это просто невозможно создать качественный телевизионный продукт таким составом и за такой короткий срок. Но, к счастью, их прогноз не оправдался. Для молодой команды КРТК, где профессионалов можно было пересчитать по пальцам, это был вопрос чести. И даже не потому, что деньги в развитие сети были вложены немалые. Само становление национального канала республике далось нелегко. Больше сложностей были нематериальные, хотя средств пришлось отвлечь более чем предостаточно, а всякие вопросы согласования, чтобы никто нас, не дай бог, не заподозрил в каком-то сепаратизме или в желании как-то противопоставить наш информационный канал или наш республиканское телевидение общефедеральной, общероссийской системе и политике информационной, которую проводит президент и правительство. И вот он, исторический момент. В день рождения республики рождается первый национальный канал. В назначенный час синие экраны вспыхивают разноцветием начальной заставки. В эфире Коми республиканский телевизионный канал. Сегодня вместе с нашим партнером РЕН-ТВ мы начинаем Это были часы, возможно, самые сильные по эмоциональному напряжению во всей моей жизни. Возможно. Олег Осипов – первый технический директор КРТК, вклад которого в дело становления вещательной сети Юргана один из наиболее весомых. Он тоже уже многие годы трудится в Москве. Вспоминая те годы, он отметил, сеть передатчиков по всей территории Коми была создана в рекордные сроки. Задача изначально была сложно исполнимая, но провала быть не могло. Первый национальный канал должен был заработать в юбилейный день рождения республики. Мы пошли на это только ради одного. Чтобы наши люди были более информированы о том, как мы живем, о том, какие сегодня в республике планы, о том, как она сегодня выживает в это сложное время, еще выживает, еще далеко до стабилизации или говорить о прогрессе, о развитии. Поэтому ради наших людей мы на это и пошли. Сеть была построена, готова транслировать телевизионный сигнал нового канала. Но появился новый вопрос – чем наполнить эфир, какими программами? Понятно, они должны были быть концептуально иными, такими, каких прежде на Коми телевидении не было. Коллектив был небольшой, из них профессионалов было, наверное, несколько человек, но было огромное желание выйти в эфир и показать программы совершенно другого качества. До этого телевидение в Республике Коми, оно больше полагалось на некие стандарты центрального телевидения СССР. Вот по сути так. А мы выходили уже с программами несколько иного рода, больше в стандартах, так скажем, западного ТВ. И все это в нечеловеческих условиях. У канала не то, что не было собственных помещений и студий, не хватало элементарного.
У сотрудников службы информации не было телефонов, а стало быть и доступа к информации. У будущих акул пера не то что перьев, даже столов, за которыми можно было бы писать. Единственный стул тут же отдали единственному монтажеру. Москвичи, которые прибыли нас наставлять, воздевали руки к небу и вопили: это невозможно. Ни профессиональных журналистов, ни оборудования, ни времени. Через 3 недели эфир, но выйти туда при таких обстоятельствах нельзя. Мы смотрели на это дело чуточку иначе. Историческое событие, рождение собственного республиканского телевидения, должно было состояться в исторический момент, 80-летие Коми. Так что нельзя было не выйти. Не имея за плечами опыта и необходимой оснастки, тем не менее молодая команда КРТК смогла удивить телезрителя. Скажем, чтобы оживить эфир, режиссеры создавали иллюзию прямого включения. Сегодня мы повторяем этот трюк. На том конце нашей псевдопрямой видеосвязи Борис Величко, один из первых редакторов телеканала. Сейчас он живет и работает в Ухте. Борис Тодорович, первые эфиры, как они проходили? Первые эфиры я вспоминаю, естественно, с ностальгией, с удовольствием, потому что тогда такого никто не делал. Даже близко такого не делали. Но основная фишка у нас была, если вы помните, у нас был сквозной ведущий, который вел новости на коми-языке, и на русском языке один ведущий был. Видео Коми Республика телевизионный канал Ламьортан служба заводита Ащисуц. В эфире новости Коми Республиканского телевизионного канала. В студии Александр Кузнецов. Здравствуйте. Сами ведущие, которым выпала роль вести первые выпуски, те дни вспоминают с легким содроганием и ностальгией. Одна из них – Надежда Бушенева. Она помнит, как в день выхода в эфир ее сначала повезли в магазин за костюмом для эфира. Жакета нужного размера не нашлось. Взяли на 2 размера больше. Подужали со спины белевой прищепкой. Не пошевелиться. Текст приходилось заучивать наизусть. Телесуфлеров в тот момент у канала не было. За полчаса до эфира мне дали тексты для ведущего, которые я должна была озвучить в эфире. И после этого, меня отвели в студию. Я села, включилась камера и сказали: все, идет запись. У тебя нет возможности больше ошибаться, повторяться. Мне нужно было взять себя в руки и выдать и выдать весь текст, который я заучила буквально полчаса назад. Я думаю, что тогда команда у нас была. Именно благодаря этому мы и справились. Но там каждый человек был уникален. И мне хочется, чтобы сегодня прозвучала фамилия Валера Марков. Без этого человека эфир бы никогда в жизни не состоялся первый. Удивительный человек, уникальный. Я больше таких никогда не встречала. Валерий Марков – первый новостной режиссер телеканала. Именно он, по сути, вытащил на себе все первые эфиры. И после еще многие годы трудился на нашем канале. В марте 2009 года его не стало. Гостя канала до сих пор вспоминает Валеру как человека-скалу, на которого всегда можно было положиться, и который всегда гарантировал результат. В наш день рождения мы просто не можем не вспомнить его. Это последнее его интервью. Он рассказывает о становлении Юргена. Профессионализм, потом рост коллектива, потом это все-таки уже может быть в какой-то степени становится монолитом. Все, кто тогда начинал КРТК, сегодня практически в один голос говорят: это большое счастье в жизни – построить что-то с нуля и иметь возможность насладиться результатом. Такое счастье выпадает немногим. А потому те люди, которые в 2001 году стояли у истоков нашего канала, это очень везучие люди. И мы говорим им большое спасибо. Любовь Лапина и весь коллектив Юргена о том, что было, есть и будет.